Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в выпуске. Отчеты за полгода. Президент Аслан Джаня провел 2 выездных совещания с активом Гулрипшского и Сухумского районов. Громкое дело. Судебное разбирательство по делу об амнистировании. Астамура Джопа продолжается. Специальный репортаж программы. Сдать декларации. Министерство по налогам и сборам доводит до сведения должностных лиц и депутатов о необходимости подачи деклараций и внесения их на сайт МНС.РА. 21 июля президент Аслан Джаня провел 2 выездных совещания с активом Гулрипшского и Сухумского районов. Отчеты об исполнении бюджетов, вопросы сельского хозяйства, инвестпрограммы и не только. В течение нескольких часов Аслан Джаня отвечал на вопросы жителей районов. Одной из самых острых тем, как и на предыдущих встречах, была госдача Пицунда. Расширенный репортаж совещаний смотрите после выпуска новостей. А сейчас небольшой отрывок из него. Распространяют такую информацию, якобы мы это все делали скрытно от населения, что люди ничего не знали, и вдруг неожиданно возникла вот эта тема для всех. На самом деле этот тезис тоже не соответствует правде. У меня здесь есть документы, они у меня с собой, в соответствии с которым в апреле 2021 года, в апреле, значит, это более года тому назад, соответствующий документ от администрации, проект соглашения был направлен в парламент. Это произошло 27 апреля 2021 года. 27 апреля 2021 года парламентом документ был получен. Тут стоит резолюция бывшего председателя парламента, которая гласит следующее. Цишба Александр, председатель комитета по экономической политике, изучить. Бжаня ВВ, это руководитель аппарата парламента, раздать всем депутатам для изучения. Подпись председателя парламента. С 27 апреля прошлого года до даты ее подписания, до 19 января 2022 года, документ находился в парламенте. Мы должны были получить ответ. Ни один документ из парламента к нам в администрацию президента по этому поводу не поступил. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Михаил Шургалин вручил верительные грамоты президенту Республики Абхазия Аслану Джаня. Аслан Джаня поздравил Шургалина с официальным вступлением в должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. На церемонии присутствовали вице-президент Республики Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашева, руководитель администрации президента Алхас Квициня. Для вручения верительных грамот его превосходительству господину Джане Аслану Георгиевичу, президенту Республики Абхазия, прибыл его превосходительство господин Шургалин Михаил Александрович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия. Уважаемый Михаил Александрович, примите мои искренние поздравления с официальным вступлением в должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Президент России Владимир Владимирович Путин оказал вам высокое доверие
возглавить дипломатическую миссию в нашей стране. Вы знаете, что абхазо-российские отношения носят особый характер. Они союзнические и основаны на двух фундаментальных межгосударственных договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года и о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Как неоднократно отмечалось, в результате тесного взаимодействия нам удалось создать самую обширную договорно-правовую базу двусторонних отношений. Важной составляющей в наших отношениях является реализация инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Это неоценимая помощь, оказываемая нам Российской Федерацией. Также считаю необходимым активно наращивать торгово-экономические связи между нашими странами. Вместе с тем хочу особо подчеркнуть, что с учетом международной обстановки, беспрецедентного санкционного давления на нашего союзника Россию, грубого вмешательства западных государств и военно-политических альянсов в ход специальной военной операции на Украине, на передний план выходит вопрос взаимодействия союзных стран в противостоянии внешним угрозам в целом и денацификации Украины в частности. Именно поэтому наше взаимное стремление к формированию внешнего контура безопасности обретает наиболее актуальный характер. Уважаемый Михаил Александрович, должен отметить, что ваши предшественники на этом посту Семен Григорьев и Алексей Двинянин проделали огромную работу, и народ Абхазии весьма им признателен. Они оставили вам хорошее наследие. Не сомневаюсь в том, что и вы приложите максимум усилий в укрепление и развитие союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. А работать есть над чем. Господин посол, еще раз примите мои искренние поздравления. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, сегодня, в этот день, очень радостно находиться среди вас. Многих из вас я знал и раньше, еще со многими мне предстоит познакомиться. Российская Федерация и Республика Абхазия, как только что отметил Аслан Георгиевич, являются союзниками и стратегическими партнерами. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, доверив мне высокое назначение представлять его здесь, просил передать верительные грамоты, что означает, что, уважаемый Аслан Георгиевич, президент просит вас верить моему слову, как сказанному президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации. Благодарю за внимание. Судебное разбирательство по делу об амнистировании Астамура Джопу, отбывающего 20-летний срок по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, продолжается. Последний суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о привлечении прокуратуры в качестве заинтересованного лица со стороны административного ответчика. Подробнее о резонансном и громком деле в специальном репортаже Рады Чачава. Расследование громкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, началось в июне 2017 года, после того, как мать 13-летней девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери. В совершении преступления заподозрили 36-летнего Астамура Джопуа. 17 июня, после объявления в розыск, Джопуа сдался сотрудникам СГО. Он заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний.
тот же день, 17 июня, в Сухумском районе на проезжей части было обнаружено тело 23-летней Анжелы, старшей сестры потерпевшей девочки. Девушка была убита выстрелом в затылок. В расправе над Анжелой заподозрили ее отца, которого объявили в розыск. Беспрецедентность и бесчеловечность происходящего шокировала абхазское общество и привела к открытому протесту против безнаказанности. Группа женщин, представляющих общественные организации Абхазии, выступила со специальным обращением к парламенту. Громкое преступление детально обсуждалось на внеочередном расширенном заседании Народного собрания. На площади Свободы прошел митинг родственников потерпевшей, требовавших справедливого расследования дела. В 2018 году Астамур Джопуа получил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2020 году 6-м созывом парламента республики было принято постановление об амнистии во знаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Согласно постановлению, под амнистию попадают ветераны Отечественной войны народа Абхазии, а также резервисты, участники операции по освобождению Кадорского ущелья в 2008 году. Астамур Джопуа подал прошение в комиссию МВД об амнистировании. Основанием для прошения стала справка, предоставленная суду, в которой говорится о том, что он принимал участие в боевых операциях на территории Абхазии в 1998, 2001 и 2008 годах в составе резервного батальона «Урал» и был призван для участия в операции по освобождению Кадорского ущелья. Но комиссия МВД, ссылаясь на постановление, дала отрицательный ответ, так как Джопуа обвиняется в совокупности преступлений, одно из которых не подлежит амнистии – статья 126. Однако вскоре осужденный подал административно-исковое заявление в суд первой инстанции с целью отменить решение комиссии. Городской суд вынес решение в пользу ответчика, заключив, что осужденный Джопуа не попадает под амнистию. И тогда Джопуа направил кассационную жалобу в Верховный суд республики. И дело направили на повторное рассмотрение. Общество вновь, как и 5 лет назад, взбудоражено происходящим. Акт гуманизма, по мнению общественных деятелей, противоречит самому принципу гуманности и нарушает права жертв преступлений. Когда мы говорим о принципах гуманизма и так далее, да, они не должны, этот принцип не должен распространяться только на тех, кто совершил преступление, да, но и на тех, кто пострадал от этих нарушений. И тут абсолютно однозначно, что нарушены права жертв преступлений. Ну, во-первых, есть международные нормы, стандарты, регламентирующих ограничительные рамки, да, этой амнистии. И кто может попасть под эту амнистию, и кто нет. Но здесь как-то эти основания не такие широкие, что круг лиц увеличивается. Амнистия, принятая в 2020 году, уже не первая в современной истории нашей страны. В практике всех государств амнистия – акт не политический, а гуманный. Однако правозащитники высказывают мнение о пагубном вреде частых амнистий, отмечая, что подобная практика нивелирует саму суть справедливого наказания за преступление. С 2010 года это уже была 4-я амнистия. Буквально в 2018 году была объявлена перед этим. Поэтому непонятно, почему так быстро была объявлена опять. Возможно, депутаты имели какие-то определенные цели. Я не знаю, но то, что это не способствует защите прав, да, это точно. Во-первых, такие частые амнистии, они обеспечивают лицам, совершившим, да, тяжелые преступления, особо тяжкие преступления и так далее, обеспечивают им возможность уйти от наказания. Постановление об амнистии, принятое 6-м созывом Народного собрания, по словам представителей правовых организаций, содержит в себе противоречие. В действительности опасно не только для самого принципа справедливого наказания преступника, но и для всего социума. Этот документ, который был принят парламентом, содержит в себе очень много внутри противоречий, да, и поэтому может очень широко интерпретироваться, толковаться при его применении. Такого, конечно, не должно быть ни в коем случае. В частности, можно сказать, что первые, да, несколько пунктов амнистии, они предполагают, да, там описаны категории людей, которые попадают под амнистию. И среди этих категорий есть ветераны войны, участники кадорских событий, но которые получили наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. То есть это не тяжкие преступления.
И вдруг мы видим в конце этого документа появляется 9-й пункт, из-за которого фактически отменяются все предыдущие эти статьи. Представители общественности сделали обращение к органам правосудия, прокуратуры и в парламент в связи с применением амнистии в отношении Астамура Джопова, в котором вновь напомнили, что постановление парламента об амнистии противоречит нормам и требованиям существующего уголовного законодательства и Конституции Абхазии. Аппарат уполномоченного по правам ребенка также направил обращение в парламент, выражая обеспокоенность повторным рассмотрением иска Джопова. За комментарием мы обратились в Народное собрание парламент Республики Абхазия к председателю Комитета по государственно-правовой политике Дауту Хутаба. Не можем реагировать на это в должной мере, так как нам хотелось бы. Прежде всего потому, что законодательство Республики Абхазия, а именно закон о статусе депутата Народного собрания, не позволяет нам вмешиваться и даже высказывать свое мнение по тем вопросам, да, по тем судебным разбирательствам, которые идут на данный момент, а также и в ход следствия. Когда идет судебное разбирательство, мы не имеем права вмешиваться в это и не имеем права вмешиваться также и в следственные какие-либо действия. Поэтому мы ограничены, естественно, как и все граждане Республики Абхазия. Мы заинтересованы в том, что все было объективно и принцип справедливости и наказания, чтобы всегда происходило. Но, к сожалению, именно Народное собрание, да, как орган, не в целом, не как законодательная ветвь власти, ни я как депутат, ни я как представитель Комитета по государственному правовому строительству, какого-то реагирования на это производить не можем. Единственное, у нас действительно была встреча не так давно с министром внутренних дел. Мы говорили, что мы в курсе этих ситуаций, что к нам поступают обращения. Но какого-то реального воздействия мы оказывать не можем. Как вы знаете, у нас разделение властей, то есть законодательная ветвь власти не может вмешиваться в дела судебной власти или исполнительной власти. На данный момент судопроизводство по делу об амнистировании Астамура Джопова решено начать сначала в связи с привлечением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в качестве заинтересованного лица со стороны ответчика. На всех последних судах осужденный Джопова отказался присутствовать, доверив ведение дела своим адвокатам. Рада Чачава, Камила Джопова, Сергей Каджая, Эльдар Дамиров. Абхазское телевидение. На внеочередном заседании сессии НС Республики состоялось обсуждение проекта постановления об обращении в Конституционный суд с вопросом о соответствии Конституции Республики Абхазия, не вступившего в силу соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность объекта на территории Абхазии и порядке его использования. Изучив представленное межправительственное соглашение, НСРА постановляет обратиться в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции Республики, не вступившего в силу соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность России объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. На официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Абхазия появилось обращение к гражданам о том, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения общественных мероприятий будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. Уважаемые граждане, просьба не предпринимать во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии, говорится в обращении. В целях реализации закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера Министерство по налогам и сборам Абхазии доводит до сведения должностных лиц и депутатов о необходимости подачи деклараций и внесения их на сайт МНСРА. Окончание очередного срока декларирования приходится на 1 августа 2022 года. Уважаемые руководители и сотрудники организации, должностные лица и депутаты, Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия в целях реализации закона Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами доводит до вашего сведения информацию о сроках подачи деклараций и внесения их на официальный сайт МНСРА в соответствии с законом. Окончание очередного срока декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера приходится на 1 августа текущего года. Внесение изменений в декларируемые сведения осуществляется в 30-дневный срок с момента подачи декларации.
Напоминаем, что в случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений декларант привлекается к ответственности и освобождается от занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. В целях наиболее эффективной реализации закона в Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляет свою деятельность управления антикоррупционного декларирования. В случае необходимости в получении консультации по вопросам декларирования сведений, любой декларант имеет возможность обратиться к компетентным сотрудникам управления, связавшись с ними по контактному номеру, который указан на экране, а также по адресу электронной почты, которые также будут указаны на официальном сайте МУНСРА в разделе «Управление антикоррупционного декларирования». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 22 июля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.